Первые 5 лет войны и оккупации Крыма, когда власть вспоминала о Крыме только под елочку и на День независимости. И лидеры государства стучали себе в грудь и говорили: «Крым наш», но дальше ничего не происходило. Практически вот эти первые 5 лет оккупации гражданское общество, и тут я хочу отметить просто выдающуюся роль Меджлиса в этом вопросе, не дали забыть о Крыме. И то, что сейчас с приходом новой власти, я обычно критикую власти, и много высказываю и в адрес прошлых, и в адрес нынешних, но в этом смысле я считаю, что это позитивный, конструктивный и, на мой взгляд, достаточно масштабный шаг. То есть это втягивание все большего и большего круга потенциальных наших партнеров в обсуждение, в актуализацию крымской темы. Но при этом я хочу, знаете, вот предостеречь, мы сегодня уже обсуждали, это был там круглый стол на канале «Дом», я говорил о том, что очень важно, чтобы, когда власть этим начинает заниматься, чтобы она не растеряла весь тот пласт усилий и результатов гражданского общества и все то, что сделал Меджлис. Какие результаты вы говорите уже? Нет, я имею в виду, что это все нужно плюсовать. Ну, какие результаты? Ну, вот то, что, условно, там Мустафа Джемилев со всех возможных трибун выступал, Рифат Чубаров, ну, мы в том числе были на совместных мероприятиях, ну, допустим, в Литовском сейме. Это все очень важно, потому что, ну, как говорится, и капля камень точит. То, чем наша организация занималась, суды против государства-агрессора с установлением юридических фактов нанесения ущерба конкретным гражданам Украины, жителям Крыма, нанесением ущерба в результате российской агрессии и оккупации. Вот это все те усилия, которые должны плюсоваться к действиям этой платформы, а не то, что, ну вот ладно, государство не занималось, теперь мы будем, а то все, ну то ладно.